Селям алейкум. Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, де б ви нас не дивилися, в тимчасово окупованому Криму або в будь-якій області України, або за кордоном, де в нас багато глядачів, які звикли до того, що в нашому етері з'являються виключно серйозні співрозмовники, з якими мені особисто цікаво говорити, і від яких ми можемо дізнатися те, що не скажуть нам інше. І сьогодні я, напевно, вам представляти не треба. Це найпопулярніший російськомовний блогер Ютубу Марк Фейгін. Селям алейкум, Марк. Приветствую, Айдер, приветствую всіх зрителей. Дякую тобі за те, що знайшов час. І від Марка, напевно, найцікавіше буде послухати про те, що, на його думку, в нас тут виключно особисті думки, відбувається зараз в Рейху. Я перейду на трофейну мову, так простіше буде Марку, і зручніше всім глядачам, які звикли його. Хоча, знаєш, Марк, а ти так не вивчаєш трохи українську мову, та ні? Я можу. Можеш, серйозно, да? Ну, я знаю, що ти... Ну, я понимаю, что это суржик будет. Я не хочу портить себе впечатление. Скажи, что ты за идиот. Я тобі знайду... тренуватися много. Я тобі знаю, що знайду вчителя, я серйозно кажу. Що я уроків не брав. Тобто людина просто читала те, що я пишу, говорю, і виправляла мої помилки, і зрештою всім доведеться... Ты понимаешь, у меня в голове, я же вынужден был бежать из России, и как бы я изучаю язык, где сейчас нахожусь, это уже для меня второй язык. И у меня в голове, ты не представляешь, я, так сказать, каша. Я просто боюсь, если я начну еще украинский накладывать, то там будет вообще такой винегрет. Суржик позавидует, понимаєш? Добре, але ти розумієш, але все одно перейдемо на трофейну. Добре, починаємо довгу розмову з Марком. І перше, про що я хочу спросить, вот всегда то, что происходит в Рейхе, о том, что происходит в Рейхе, можно судить по какой-то внешней симптоматике, да? Да, Вот. да. Людоед по фамилии Пригожин, как сообщает Да. там наша разведка и так далее, вот этот Вагнер и так далее, значит, такой убийца просто натуральный, он начал критиковать русских генералов. Ну, если их можно назвать генералами, скажем, террорист террористу глаз, оказывается, выклюет, да? И что это означает? Вообще, как это может быть такое, чтобы или фюрер уже дозволил там вокруг себя какие-то игрища проводить, что один другого может там покритиковать, там сказать, что ты бездарь, дурак там и так далее. Тут же Кадыров в этом участвует. Опять же, что это за место для дискуссии вдруг образовалось в Рейхе, где его никогда не было в последнее время? Вот ты знаешь, я поначалу все-таки, когда это начало происходить, понятно, это все происходило на фоне неудач военных, поражений, которые были, и, так сказать, в связи с Харьковской операцией, это было слишком очевидно, бездарность руководства, а вот иногда, мне казалось, саботаж, они специально генералы ничего не делают, да, может, потому что не брать ответственность на себя, может, просто, что все это им уже надоело, там, 8 месяцев, вот сейчас идет война. И мне казалось, что вот эти выступления Кадырова, да и Пригожина, Пригожин поначалу даже не так резко выступал, он поддерживает Кадырова, там, по Лапину, помнишь, он его собирался отправить с автоматом, Кадыров в окоп, и так далее. То есть, выглядел он генерал-полковник и, в принципе, командующий направлением центра Лапин, обласканный. Ему вручили героя, если ты помнишь, за несколько недель до этого, за месяц, может быть, когда окончательно Северодонецк Лисичанск взяли. И мне казалось, это как бы эмоциональная реакция, что вы делаете, мы тут лучше, да, сделаем мы по-настоящему за дело горим, а вы по должности. Могло показаться, это все результат этих поражений. Но по некоторому размышлению и по существу ходу дела, пока подходила информация, мне стало понятно, что это игра самого, конечно, Путина. Потому что суди сам. После этой критики он взял и дает генерал-полковника Кадырову. Кадырову дает генерал-полковник. Понимаешь, человеку вообще без среднего образования. И этот тоже генерал-полковник. То есть он после этой критики, он не указал на место, не сказал, что во время войны нужно сохранять единство. Даже если вы критикуете, зачем вы делаете это публично? Вы придите, вы как принято в аппарате. Ты знаешь, они любят ссоры с избы не выносить. И если уж надо будет Лапина наказать, я сам типа Путин его накажу. Понимаешь? Что ты тут лезешь? Тут я, когда посчитаю, нужно того, и кого расстреляю, кого посажу. Мое дело. Я царь. А мне кажется, что это все было инспирировано на предмет того, что должна появиться какая-то преторианская среда, такая гвардия при Путине, которая, если что, в русской ведь традиции. Там от Басманова с его папашей, ты помнишь, при Грозном, он тоже, кстати, плохо кончил,
И заканчивая там, не знаю, от Ежова Не, до ну мы, конечно, Берии и Марк, так далее. настолько старые люди, что мы, конечно, это все помним, безусловно. Да. Ну вот, я говорю, что, конечно, опричнина опричниной, но это же традиция, что должен быть хлыстик для исполнителей, для, так сказать, бояр. Он должен, это там, военных, посадных, да, вот он должен быть, чтобы они не чувствовали себя, что они могут себе позволить проиграть войну. А чтобы при Сталине было по-другому. Помнишь, как взял и щелкнул Павлова, генерала поставили и щелкнули. И все. То есть Путин идет ровно по той же линии. При нем должен быть хлыст. Да? При нем должна быть какая-то среда, которая не то, чтобы она может победить в соприкосновении с армией. Да не. А ушлепнуть кого, кого прижать, у кого что отнять, кого вывести в лес. Понимаешь, вот такие бандиты должны быть. Ну, кто как не Пригожин этому соответственно, То есть согласись. это такой, знаешь, это Пригожин, это такой персональный заградотряд Путина для вот этих высших Совершенно чиновников верно. военных, да? Конечно. Есть для рядовых солдатиков, а есть и для высших чиновников это заградотряд. Опричнина, кстати, ту же самую функцию выполнял. Поэтому я думаю, что, скорее всего, Путин сознательно и дал зеленый свет на привлечение зэков. Представляешь, зэки, им же вообще все равно. Особенно такие наркоманы, сидящие там по 5 убийствам, там, которых забирают. Какая им разница, хоть Лапина шлепнуть, Конечно, хоть Вася Пряника. конечно. Понимаешь? Это вообще никакой разницы. Открыл шлюз. Ведь в армии, вообще, ты помнишь, да, хоть в советские годы и даже постсоветские, судимых людей не брали. Почему? Ну, Потому что только брали в судимый, да, с стройбат, оружием. который считался филиалом тюрьмы, да, в советское время. Ну да, это даже была специфика. Если там судимые, значит, на воинской службе, там же были свои, так сказать, суды военные за воинские правонарушения, преступления. Но это как бы там, да, ты должен был сначала отбарабанить вот в стройбатах, вот, дисциплинарных, и потом еще дослуживать. Ну, дослуживать обычно там отправляют куда-нибудь, не связанных с оружием и так далее. Но это сами военные. А в принципе привлекать зэка, судимого там, за какие-то статьи общеуголовные в качестве военнослужащего, который рядом с тобой, да еще с оружием, кто его знает, что он там делал, кого насиловал, кого убивал, каким детям голову отрезал. Ну, вот на гражданке, когда его осудили. Таким нельзя, с такими рядом нельзя судить. Как сказал израильский, значит, начальник генштаба, говорит, трое уголовников всегда проиграют в войне троим выпускникам университетов. Ум нужен, да, помимо всего прочего. Ум. Какой ум? Какие университеты в зонах, понимаешь? Не, а с другой стороны, Дело Марк, даже... они же опасны для своих этих командиров, террористов, Ну, которые при конечно. всей их террористичности, у них нет навыков таких вот бытовых убийств, скажем, да, таких, ну, прям как щелкнуть пальцами, там, грохнуть кого-нибудь там. Конечно. Бритвой по горлу, понимаешь, и в колодец. То есть, конечно, конечно. Поэтому я все-таки думаю, что он действительно, Путин берет вот таких неконвенциональных, непринимаемых, не слитных со средой армейской. Это, прежде всего, значит, кавказцы, да, вот чеченцы, кадыровцы, да, кадыровцы, там, правильно назвать, которые действительно особенны, потому что они подчиняются, скажем так, не военным командирам, а подчиняются Кадырову. И одновременно пригожинцы. ЧВК «Вагнер» это, понятно, создавалось при содействии ГРУ и всего остального. ФСБ это контролировало. Но роль Пригожина, как игрока такого, да, она странная. Он же не военный, он сам судимый человек. Да, он занимался, барыжничал там, кейтерингом занимался. Ну, какой из него военачальник? Однако ж поди, вот смотри, он ведет себя так, как будто он там, не знаю, какой-нибудь, знаешь, такой псевдо-Фрунзе. Фрунзе тоже не военный, не заканчивал академию. Или какой-нибудь еще более худший вариант какого-то атамана, понимаешь? Поэтому выглядит это все-таки так, что им всем разрешили, даже дали команду так себя вести. Потому что в случае что, то вы их всех и постреляете. Понятно, что вот назначь командующим операции не Суровикина, какой бы он Шрек не был, да? Повторяю, Шрек обаятельный, а этот, понятно какой, этот сатана. Назначь Кадырова и все, и война закончится. Совершенно очевидно, что ВСУ просто пройдут как через масло через них. Через всех, потому что он не способен принимать управленческие решения, он не военный, он не заканчивал там, в конце концов, училище, не заканчивал академию там, общевойсковую. Ну, понятно, нет этого набора военных знаний, которые, в общем, какие даже если плохие, но это все равно военные знания, специальные знания. Да, вот, ну, на примере, давай сэкстраполируем. Вот человек, который не получал образования юридического, может ли он полноценно, значит, разбираться в процессуалистике? Что дает образование, даже самое плохое? Вот я получал плохое образование, оно еще было остатками советское, но оно дает главное, систему знаний, вот как это говорят, да? Систему знаний. Эти люди систему знаний не получали, они только знают, куда что стреляет. И поэтому, конечно, использовать их в качестве военачальника, вот говорили, ой, там Пригожин конкурирует с Минобороны. Да ничего он не конкурирует с Минобороны. Равно как и Кадыров не может возглавить, по большому счету, так сказать, какое-то из министерств или службу, которая непосредственно отвечает за войну.
Да, не просто на гражданке, когда Шойгу назначали, еще же не воевали, правильно? Только готовились. Шойгу, он же тоже не военный, партчиновник, в дальнейшем строитель, после этого МЧСовец. Но это свой человек, это, так сказать, он никогда не проходил срочную службу, он просто свой, аппаратный. Да? А эти-то люди, они помимо того, что там, ладно, аппаратные, не аппаратные, но они же не являются людьми с образованием и с подготовкой. Поэтому их надо использовать только исключительно как заградотряд. Как заградотряд, как опричный, вот такой. И я, как я вижу, вот что они делают, во многом это работа. Во всяком случае, для кадыровцев. Что касается Пригожина, ну, тут тоже нужно же мясо. Они же их используют как мясо, они кидают их там на минные поля, на прорывы, еще куда-то. Вот в районе Бахмута они вот находятся. Их не жалко, их можно вытратить хоть всех. В России около 450-470 тысяч осужденных, которые находятся в местах лишения свободы. Ну, в принципе, резерв есть, да, то есть десятку-другую тысяч уж точно можно наскрести и, так сказать, и вытратить, и вообще никому не жалко, никто даже не вспомнит. Но еще раз повторяю, главный вывод, что это делается все не случайно. То есть это подготовка к возможному промежуточному поражению, когда надо будет что-то делать с какими-то генералами, которым повесить вину за проигрыш. Вот о чем речь. Ты думаешь, что все-таки, знаешь, при всех аналогиях там Путина со Сталином, да, но он Да, скорее похож на Гитлера, хотя в эстетическом плане это, конечно, бандит просто, да, а не чокнутый там да, какой-то конечно. параноик. Но он, в отличие от Сталина, Путин не занимался массовыми внутренними репрессиями в своем кругу. Ты думаешь, что до этого время уже пришло? То есть все-таки он сорвет у него, ну, он был таким добрым Сталином для своих хотя бы, даже Да, кого для увольнял, он не своих. трогал. Сталин Да. злым был, да. Нет, ты правильно говоришь, но война особая история, понимаешь? Война, она многое меняет, потому что Гитлер ведь тоже опасался и покушений, и, так сказать, возможного, так сказать, его устранения. Не случайно самая известная операция в 1944 году, Валькирия, так сказать, заговор вермахта, запасной армии, там известная история со Штауфенбергом, который его пытался взорвать. То есть поражение в войне, оно порождает новые совершенно подходы к отношению армии, там, секретной полиции, аппарату власти. Почему? Потому что, давай так вот возьмем, я уже, по-моему, даже у тебя приводил это свое соображение, оно не мое, не оригинальное, что в конце концов в государствах, особенно такого типа, каким является российское, на протяжении там, десятилетий, а то и столетий, главной силой, ну, 20 век это безучастно просто подтвердил, есть три главных силы. Это армия, это спецслужбы, и это аппарат власти. А сюда все относится. И партия, и олигархи в нынешнем изводе, и административные его вертикали и так далее. То есть гражданские, но которые принимают решения. Вот какая сила самая значимая, какая самая сильная? Очевидно, армия. Потому что армия может смести Ну, всех. Она может физически она сильнее всех, конечно. физически, физически. Физически, да. Да, да, физически, конечно. Мы сейчас не про аппаратный вес. А кто главный сейчас? Это ФСБ, это спецслужбы. Потому что вся система, ее ядро, это спецслужбы. Это не армия, да, она не субъектная, в общем, всегда была, ее истребили, ее субъектность. Заговор Тухачевского был последний, когда он действительно считал себя Наполеоном, хотел убить Сталина и сесть на его место. Значит, административный аппарат, ну, они про воровство больше, да. Хотя и эти, и те, и другие все про воровство, но для аппарата просто нет других задач, кроме просто все грабить, разворовывать. А этим все-таки нужно силовую составляющую держать в узде все вместе. И это как бы является основной их функцией. Но в силу этих опасений Путин, конечно, в выборе между спором между Лубянкой и Минобороны и там, Генштабом всегда выберет какую сторону? Совершенно очевидно Лубянки. Он ее выходец, он ее ставленник, и он олицетворение именно этой системы. Он не выходец из армии, он не может, так сказать, представлять интересы армии, подавив безопасность. Это невозможно. То есть карательный аппарат важнее всегда будет для него, для Путина. И поэтому он ощущает, что если закачается ситуация и нужно будет искать крайнего, то это будет армия. Ну, может, меньше административный аппарат тоже где-то в какой-то части, но главное это армия. Это они проиграли, это не я проиграл, это они плохо воевали, это не я плохо воевал. Это я, как главнокомандующий, ставил решение, ставил приказ, задачи ставил, да, они их не выполнили. Он не может упрекнуть в терминальном смысле именно ФСБ. Это вы проиграли. Ну как? Мы выполняли свою задачу карательных функций, там, спецопераций, всего остального, контроля за армией, потому что я вот когда защищал Сущенко, я начитался документов, у него же дело было закрытое, вело ФСБ, значит, рапортов и всяких документов в департамент контрразведки ФСБ России. И я тебе скажу, что контроль за армией, хотя там фигурировала не армия, а Росгвардия, вот, бывшая ВВ, в деле Сущенко, но я тебе хочу сказать, контроль очень плотный.
Очень плотный контроль. То есть это не так, что они могут себе позволить какой-то маневр в поведении, тем более политическом, в ответах там, Да на ты знаешь, какие-то слушай, но инвективы по отношению к ним. в традициях советской, российской армии она не субъектна. И вот, Абсолютно точно. да, я не Совершенно точно. ожидаю там никаких военных переворотов. Диктатура это не Чили, это не Турция, это не какие-то другие страны, Согласен. где Я с тобой военные, согласен. знаешь, имеют какую-то честь, достоинство, субъектность, генштаб, там какие-то у них там они база государства такая, да. Политические Да, идеи у них есть. Есть да. идеи. Да, этот генштаб это просто алкаши, варье и пристебалы какие-то. Согласен. Согласен. Но есть критическая ситуация, она связана с войной. Им, наверное, какой-то, во всяком части, генералитет не хочется разделять ответственность за проигранную войну. Это еще не вопрос того, что их там привлекут за геноцид, за военные преступления, но разделять любую ответственность, даже политическую, потому что ну, позорно быть проигравшим. А Путин хочет сделать именно это. Он хочет обвинить во всем армию. Ну, мы это видим. И поэтому Ну, он подожди, ну выбирает может быть он между... хочет все-таки одержать победу какую-то, которую хоть А что-то как? можно там. Погоди, а как? Ну, понятно, вот эта идея с Зеков, конвертацией поражения в победу. массы зеков пойти со всех сторон под руководством Пригожина, который с кнутом будет нам сзади за этими ходить. Айдер, ну их просто всех убьют, да и все. И нет, результат будет такой, что просто будет больше жертв. Если бы он мог это сделать, они бы сделали это за 2-3 дня, как они планировали в конце февраля. А Ну что, да. кто мешал? Кто, что, у вас уже вторая армия мира. А что нет? А сейчас уже 8 месяцев, вот 9 сегодня пошел. А что не получается? А вот мы еще нашлем мясо. Вот они набрали, вот хватают там на улицах, в метро. Вот вкинем вот этих разутых, раздетых, таких же алкашей. Значит, попадаются алкаши. Кто поумнее, кто уехал, кто спрятался, кто деньгами откупился. Давай тоже прямо говорить. Это налево-направо происходит. А попадают самые, что ни на есть. Вот возвращаемся к тезису, значит, главы Генштаба израильского. 3 выпускника университетов всегда выиграют у 3 уголовников. Поэтому эта армия, вот даже если ее будет 500 тысяч мобилизованных, победить она не может. Она может оборону занять, она может удержать какие-то территории, да, занятые, оккупированные у Украины, эти 4 области. Но выиграть она не может, дойти до Киева она не может. А процессы внутри, они все равно идут, ничего ты с ними не сделаешь. Потому что ведь давление осуществляется не только на фронте, оно осуществляется и Западом. Давай честно говорить, ведь и Слушай, а санкции, вот и время сейчас, вот огораживание идет. время идет, играет на кого и против кого сейчас? Оно и так играет. Оно играет и как бы на передышку для Москвы, если мы сейчас о ней говорим, Да. но и одновременно и против нее, потому что, повторяю, давление осуществляется разномасштабное. Оно осуществляется и на фронте с помощью западного оружия, западных помощи разведок, с помощью экспертов западных, которые тоже участвуют в планировании операций. Но это не значит, что они решающим образом участвуют, но они обладают огромным массивом информации относительно того, что происходит сейчас в том же Генштабе Минобороны РФ. Ну, мы же с тобой понимаем, что все прослушивается, все сканируется, есть источники и так далее. Они помогают ими украинской армии, что очевидно. Поэтому на самом деле для Путина здесь выигрыша нет в том смысле, что его возможности будут сокращаться, слабеть. Потому что Украину поддерживают, а Москву ошкуривают. Ну Вот сегодня, вот, а например, как же Иран, а как же дроны, ракеты, там говорят китайская начинка в этих иранских дронах. Это ось зла, она же должна поддержать самого сумасшедшего из них, который вышел воевать со всем миром, или нет? а вот получается, ты понимаешь, что технически перешибить они не могут, эти иранские дроны. Да, какая-то китайская продукция, если Китай напрямую поддержал Москву, наверное, могла бы соперничать с отдельными видами вооружений и так далее. Ну, а Хаймерсы есть у Ирана? Нету. А вот всякие рэбы, которые борются с дронами, есть? Не знаю, не уверен, сомневаюсь. А специальные комплексы, которые, наоборот, содействуют тому, что не допустить, не допустить удара дронов, есть? Нету. То есть они могут получить только какие-то отдельные элементы. То есть вот ракеты Земля-Земля, которые у них есть, но кончаются, и вот эти дроны. Такое ощущение, что западные страны обладают всем ресурсом противодействия этим дронам и, скорее всего, начинают уже сейчас передавать Украине. Это секретная информация, мы ее не знаем, она не публичная. Об этом только вскользь говорится, что мы помогаем, мы делаем это. Передается система ПВО, передается система раннего предупреждения. Вот, говорят, Израиль такое передал. Но, опять же, это никто не будет освещать публично, Не, ну дабы не это будет усложнять видно обстановку. по результату просто, будет видно. Конечно, вот прекратятся дроновые удары, значит, что-то произошло, что-то существенно изменилось. Уже сейчас их сбивают, но может более дорогими средствами. Так вот, время, как работает время? Я считаю, что зиму они, может, и могут пережить, а что будет весной? Они что, лучше подготовятся? Больше денег станет, больше оружия,
лучше предприятие выпустят. У них эта передышка даст что? Я потому что, насколько понимаю, предприятие не справляется. Для Украины, ну, понимаешь, а Украине выбирать не приходится. Для нее что передышка, что Ну да. тут, ну а как? А что? Ну, Она защищает свою подожди, но территорию. ты же главное забыл оружие вот этой всей немытой власти. Это грязные бомбы, вот это вообще, А, знаешь, это да, это смотри, да. звонки Шойгу 4 министрам НАТО, да, с Да, какой-то совершенно да, да, да. шизофренической идеей про украинскую грязную бомбу на своей земле, там Украина будет применять, да. Потом что Да, они да, да, еще да, там, да. взрыв дамбы и так далее. Вот как ты это оценишь? Да. Причины и следствия данного типа поведения? Слушай, ну мы же такое видели. Провокация, отъезд, провокация, отъезд. То есть они на Запорожской АЭС говорили, вот сейчас они в энергоблок попадут, и облако полетит в сторону Франции или там, не знаю, Германии, в Западную Европу полетит, и на вас прольется радиоактивный дождь, и у вас вылезет 5 ушей и 6 носов. Это та же история. Та же история. Они хотят взорвать дамбу. Так, дорогие друзья, вы же ее оккупируете, вы же ее заминировали, там стоят ваши войска. Вы уйдите, и некому будет ее взрывать. Ну, логично, да? А что вы там делаете? Или на Запорожской АЭС, что вы там делаете? Это не ваша АЭС, уйдите. Там предложили на ревизионное расстояние отойти. Тогда не будет никаких обстрелов из Никополя. Ничего не будет. То же самое касается какой-то грязной бомбы. А где доказательства? Вы их представьте, пожалуйста. Мы с удовольствием на них посмотрим. Если я все правильно понимаю, началась эта история, как пропагандистская. Безусловно, никакой бомбы нет. С того, что вроде Притула где-то на что-то начал собирать, то ли по приколу, или что-то объявил, что надо собрать деньги на что-то. Там, на бомбу или чего. Значит, им пришла в голову мысль, а давайте проложимся заранее. Если вдруг все-таки придется нам применять тактическое ядерное оружие, мы скажем, мы его применили в ответ на грязную бомбу, которую вот те хотели взорвать, и вот она вот вы просто не видите, а она точно есть, Но это же понимаешь? не И работает я на Запад. думаю, Это работает только на сейчас уже своих абсолютно бомбист. нет. Да. Ну, а почему нет? Как знаешь, значит, в анекдоте, где он на пляже, значит, засовывает огурец в трусы и говорит, ну, дурак не дурак, а на 10 стаканов-то наберу за день на пляже, да? Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, они прокладываются так, как умеют, понимаешь? Вот они лучше не умеют. А что лучше, когда Лавров говорит, что мы не нападали на Украину, дважды он это публично заявлял в Анталии, да, на переговорах. Небензия, посмотри, который рассказывает, а у нас, говорит, дронов нет, это все инсинуации. Я вот выйду вообще из зала, слушать не буду. То есть мы ждем от них каких-то решений иезуитски изощренных. А на самом деле это же, ну как, это деревенщина. Это же люди из подворотни, у которых, понимаешь, дважды два, на этот процент я и живу, понимаешь. Мы все время как-то преувеличиваем степень их интеллектуальных возможностей. Это сильное такое заблуждение по поводу их иезуитской искушенности, что называется, в такого рода Ты знаешь, обманах. может, у кого-то такие убеждения есть, предубеждения, но у меня, конечно, нет, как у тебя. Я просто думаю, что они же чем пугают? Эта тактика называется «держите меня семеро», в принципе, да? Да, Вот как на конечно, свадьбе да, в да, да, драку да. там на жениха кидается, Я там, да, псих, я да. псих, держите меня семеро. И на это должны купиться, вот там уже очень, кстати, умилительная картина. Значит, в американском конгрессе группа депутатов 30 крайне человек, левых да. и группа депутатов крайне правых, значит, предлагают Байдену пойти на прямые переговоры, значит, ограничить помощь Мгм. Украины, пойти на прямые переговоры с Путиным, значит. То есть это такие заходы тоже существуют, это все Да не, ну демонстрация есть, детали есть. одного плана, в принципе, вот это запугать, поставить на колени, значит, заставить всех трястись и так далее. Насколько они решительны в том, чтобы перейти этот Рубикон, ну, с грязной бомбой, с тактической ядеркой и так далее, и на какие, ты думаешь, вот конкретно, они же скрываются, эти аргументы, выдвинул им Запад, да, что это? Это личное уничтожение руководства страны, так называемой, да, это уничтожение частей российской армии или каких-то средств определенных там на территории Украины или не только на Украине. Понятно, что это версии, да, но что вот, даже Версии. не то, что им там чем-то чем пригрозили конкретно, а что, на твой взгляд, ты просто лучше знаешь от этих всех людей. Ты депутатом был и так далее. Кого-то лично Ну да. знал, ну, в прошлой жизни, по крайней мере. Вот они, насколько они трусливы, насколько они любят жить, насколько угроза их личной финала, их личной финиты, да, может остановить их вот в этих попытках перейти Рубикон этот и сказать Западу, ну что теперь, а что теперь? Там, да.
Нет, среда власти абсолютно труслива, безидейно. Вот это очень важно. Вот, кстати сказать, вот смотри, удивительная перетурбация, когда мы обсуждаем, когда прежние в 90-х годах, а какое-то преизрядное их количество, нынче выступают ультрапатриотами, там, Ну, за Россию Кириенко, вот матушку. тебе Да. классический пример. Сергей Кириенко, Кириенки, ставленник Ельцина, Памфиловы. друг Немцова Да, да, когда-то да, да. там, Да. ну не друг, может Выдвиженец быть, Немцова. да, выдвиженец Да, Немцова. выдвиженец Немцов. Он же его привез в правительство и так далее. А Ну, сейчас, Кириенко, да, сейчас самый самый яркий. ястреб из ястребов просто такой, что Да. Ну, он просто, в принципе, по жизни ублюдок, да? Он просто ну, есть ублюдок, потому такое, что это да. известно, что он ублюдок. Он был вторым секретарем горкома ВЛКСМ, да, на излете советской власти. Естественно, стучал, да, папа в университете развелся с мамой, взял мамину фамилию, первая фамилия Израиль, вторая Кириенко. Все время как неофиту надо доказать, что он больше русский, чем все остальные. Мгм. Это есть этот комплекс, он у всех есть, он и у малых, и крупных, поменьше народов и так далее, он есть. Это советский стандарт, Но если ты понимаешь? решил стать частью русского рейха, ты должен доказывать свою, так сказать, русскость. Конечно, на Соловьева посмотри. Да? На Соловьева посмотри, понимаешь? Симонян, 5 Соловьев, фамилий кто там там, да. и так далее. То есть это о чем говорит? Что эти люди убогие сами по себе. Мало это относится к народам, потому что они никакой связи ни с теми, ни с другими имели. Все они, конечно же, трусливы. И проявление этой трусости ты находишь на каждом шагу. У всех, у них, да хорошо, у Кириенко дочь во Франции училась. Не знаю, пребывает здесь или нет. Закончила университет в Париже. Многие писали, что она там, ряд изданий в интернете, любой посмотрит, получила французское гражданство. То есть все они прокладываются под какой-то вариант развития событий, при котором они в выигрыше или в проигрыше, но обязательно нужно сохранить активы родственничков, любовниц, любовников и всех их обеспечить, чтобы, если что, за тебя породеет кто-нибудь. То есть Мгм. это не идейное поведение, понимаешь? Это не те, кто терминально готовы А сам покончить фюрер за и идею с ближайшее собой. окружение. Точно так же. Точно так же. Другое дело, что у него идут какие-то процессы, это связано с возрастом, возможно, какими-то заболеваниями, где он уверовал в свою миссию, и миссия эта в удачливости вечной. Он Мгм. же бы, он не, вот давай так среконструируем. Скажи, вот Путин бы пошел бы на все вот на это, если бы не был уверен, что там за 2 недели, или неделю, за 2-3 дня он бы взял Киев. Вот знал бы, что вот так вот все Нет, будет. нет, Он бы конечно, пошел на это? 100% нет, да, А потому это и есть что, да, ответ. да. Мгм. Айдар, это и есть ответ. Хорошо ты сформулировал, да. А все, больше ничего не надо. И более того, вот сейчас ему этот Колесников, придворный этот, знаешь, его шестерка задал. Вы типа не сожалеете? Ну, ему разрешает этому Андрею Мгм. Колесникову из Ну, «Коммерсанта» такой задать. шут И он так, придворный, да. Мгм. да, 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 да. Он должен обеспечить, он там книжки про него пишет, ну, естественно, за денежки. Естественно, он обласкан везде, значит, ему говорят, ты вот этот вопрос задай. Он там с Песковыми, с АП, там, с Громовыми, все понятно, тут ничего нового. И он ему задает вопрос, вот буквально неделю назад, что ли, или полторы, говорит, а вы вот ни о чем не сожалеете? И тот начинает, знаешь, ну, я вообще от этого всего не рад, мягко говоря. Говорит, мягко говоря, не рад, не рад, не рад. Ну, имеется в виду война, Украина, вот все, что... Но, не сожалею, другого выхода не было и так далее. То есть, в этих оговорках он весь. Конечно, он бы это все, зачем это было ему, потому что это подрывает главное, уверенность в том, что он везунчик, что он может любую тему вывести куда хочешь. Хоть с Грузией, хоть с Чечней, хоть с Сирией, хоть с кем. А оказывается, нет, вот ты подишь, ты вот тут вот так не проканало. И не важно даже что, считали ли они, что их встретят салом и хлебом, или борщом, там, или еще. Почему? Это уже не важно, это второй вопрос. Он напал на 40-миллионную страну в расчете на то, что мы вот там все лежать. А этого не произошло. Хотя, ну, нормальные люди там могли бы сказать, вы идиоты, что ли? Вы вообще нормальные? Вы куда лезете вообще? Вы хоть оцениваете обстановку, что с вами будет? Не, Но ну они кто ж же не про такое таких. скажет королю солнца, да, Вот. фараону, который залегендирован как непобедимый и легендарный, да. Мгм. Все. Вот. Поэтому, на самом деле, я делаю вывод, что он все равно трус. Другой вопрос, что система может пойти в разнос до такой степени, что его эти страхи, они конвертируются в какое-то решение, которое он будет считать не страшным. А вот мы сейчас вот в Баренцевом море нарушим конвенцию, проведем испытание маленькой бомбочки, покажем, что она у нас есть. Вот вы говорите, что у нас в плохом состоянии склады, да, а вот, пожалуйста, мы тактическое покажем вам, что у нас. Потом давайте вот, ну вот как-нибудь остров Змеиный или где-нибудь вот тут в Черном море тоже маленькую полкилотонную бомбу взорвем и будем говорить, ну, видите, мы можем такое. Ну а По почему, чуть-чуть, по шажку. почему не в степях херсонских тогда? Потому что, во-первых, левый берег они сами пока держат. Ты взорвешь ее в херсонских степях, как минимум, последствия будут не только для самой Украины, но и для твоих частей, которые на левом берегу. То
То есть, если ты готов к тому, что они облучатся, в принципе, им не жаль людей. Но будут ли они боеспособны после этого? И не полетят ли в них ракеты томагавки? Совсем от других совершенно людей, на которых ты не можешь распространить это радиоактивное облако и так далее. Я имею в виду страны НАТО, которые поговаривают об этом. Как ответить? Они, Салливан, прямая речь. О чем сказал Джек Салливан при всей к нему претензиях, помощник по национальной безопасности Байдена, со всех его играх, попытках что-то решить. Но он сказал в интервью публично, что мы передали в частном порядке. Ну, частном, я повторяю, скорее всего, позвонил Патрушеву и все объяснил. Они с ним общаются, да? Что будет вот так, так и так. Начались предположения, что это, вот ты говоришь версии. Ну, а об этом Бен Ходжес сказал, генерал, который возглавлял в Европе группировку США, да, причем приличное количество лет. Он сказал, что будет уничтожено все, что есть в Крыму, имеется в виду флот, имеется в виду группировка, и, возможно, это затронет вообще всю часть вот эту южную, то есть они фиганут по базам уже здесь, на левом берегу, например. Ну, Да, учитывая, тысячи что трупов. американцев, они все задокументированы, и их местоположение, Конечно. я уверен, что известно. У Да. них есть средства. Самое главное, что у них есть средства. Они могут авиационную группу поднять, там 300-400 самолетов, и просто ничего не останется. Выжженная земля. Мы такое видели в Сирии при Трампе, как это не Скажи мне, страшно. пожалуйста, ну вот личная угроза фюреру, как думаешь, она рабочая? Вот если лично сказать, что, ну, там, ты Ты плохой парень, тебя не умрешь. будет. Да, ты умрешь, да, просто ты умрешь, да. Вот я считаю, что это работает. Я считаю, что он будет, если даже он решится на что-то, он будет прятаться, он будет пытаться спасти свою жизнь. То есть представить себе Путина как Гитлер застреливающимся Я невозможно. тоже не могу себе. Путин это невозможно. Он был идейный человек, Гитлер. Он действительно был идейный человек, при том, что он тоже боялся за свою жизнь, он за нее, так сказать, переживал, но он прошел такую биографию, которая предполагала его идейность. Он реально был убежден в национал-социализме. Ну, там, нацизм – это сугубо немецкое явление. Вот, можно сказать так, да. Он был глубоко убежден в идеях, которые исповедовал. Какие у Путина идеи, за которые он готов умереть? Это какие? Ну, За как Россию? какие? Величие России, русские юбералис. Вот так. Русский мир выше всех. Французы у нас там, немцы перед нами никто. Да, Да, правда, на да. Украине вот как что-то все сломалось, да, вот, ну, и дальше плохо пошло, да. Такие люди, которые хотят умереть, не держат почти полутриллионные состояния, не записывают на своих родственников, шлюх и так далее. Вот ты знаешь, вот, ну нет. Вот если человек одержим был такими идеями, то прежде чем бы он пожертвовал, это вот всеми теми авуарами, которые он обеспечил себе на Западе под разными предлогами, пряча их и так далее. А это ни для кого не секрет. Вот сегодня А ты Вандерляйн думаешь, заявила, есть ли вот, что просто я надо знаю, это еще, конфисковывать. слушай, это еще Соловьев, когда изображал из себя либерального Да, журналиста, да, 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 да. рассказывал, что Путин немножко сошел с ума на почве, вот попы вокруг него скачут, там, спасение всей Руси, там, ты посланник Бога, там, не только ФСБ, КГБ, значит, и типа убедили его в этом. Вот, есть вокруг него люди, которые вот скажут: Владимир Владимирович, мы с вами готовы отправиться в рай, кнопку быстро нажимай. Вот такие соратники по безумию возможному. Ты знаешь, я бы сказал так. Наверное, попы его в чем-то, может, и убедили. Ну, там разных называют. Тихона Шевкунова Да, называют, да, да, что да, он вот еще одного такой. там, неважно. Да. Ну, там еще, не важно, там Волгин отец есть, там масса всяких людей. Я просто думаю, что попам он не очень верит. Попам он не очень верит. Он знает, что они все под званиями. Так и они Он в в Бога-то делах сами не верят, я пролистывает. думаю. Да, и сами в рай Конечно. А не что, верят. Кирилл в Бога, что ли, верит? Да. Конечно, какой Бог? Ты где? Посмотри на него. Вот. Нет, я думаю, что есть какое-то окружение, которое его не в этом увидело, а в том, что он действительно везунчик, и что какая бы тяжелая ситуация ни была, он вытянет. То есть его не подведут все эти, значит, обереги, которыми он себя огораживает. Это все, это оккульт, это там вера, это в конце концов деньги, это в конце концов, значит, непогрешимость, в которую он верует тоже, и много чего еще. И я думаю, что какой-нибудь Ковальчук Юрий, который, говорят, сейчас очень близко, он, кстати, сидит на заседаниях ФСО, Федеральной службы, Юрий Ковальчук, Мгм. ФСО, он занимается и охраной его, и лекарствами, его операциями, потому что Путин мало кому доверяет. Вот, ну там есть еще масса каких-то людей, наверное, они скорее ему поддакивают. Я больше верю, что они так: да, Владимир Владимирович, ну ты что, ты же у нас гигант, ты посмотри на себя. Вряд ли кто-то трезво может ему объяснить: ну а хорошо, что ты хочешь добиться?
То есть некому даже задать Не, простые ну трезвые такой вопрос вопросы. задать страшно, конечно. Ты сразу выпадешь из Страшно, какой-то двери, страшно. и никакой Кириенко, Это 100%. мечтает занять, может быть, его место там и так далее, на такое, естественно, не пойдет. Но смотри, я хочу поговорить про немножко другой фронт, про фронт Давай. пропагандистский, который всегда отличался огромными вложениями. Russia Today одна только Безусловно. парижская, 200 человек франкоязычных журналистов французских, там не говорю про англоязычные и так далее, арабоязычные, и на русском, и на всех там языках мира, которые они могли. Значит, и внезапно вот все они так надували эту пропаганду, да, и внезапно порвался Антон. Просто в самом Да. неподходящем месте порвался Антон. Я имею в виду Порвался Антон, да. Антона Красовского. И Да, мы полилось. знаем какого, да. Да, и что ж произошло? Почему же на него кинулось защищать только Захарова, ну, видно, собутыльница или, может, там по каким-то другим делам Да. аналогичного свойства. А почему же вы начали проклинать? Что пошло не так? Ведь они же, по сути, говорили все время одно и то же. И убить, закопать, ну, там, потому что слова «дети» не было. Утопить там, чем Да, отличается? все одно и то же. Все Все одно и одно и то же. то же. Вдруг почему вот Родина бросила такого сынка, который хотел ей служить просто до кишок, до прямой кишки и всех остальных органов, отдал он все Родине. Вот, а В Родина, буквальном смысле. да, а Родина так пошла и шлепнула его по заднице. Или это просто А манипуляция? я думаю, что, во-первых, ничего не будет с ним. То, что СК там начал проект, Не, это все это мы Давида. за него не переживаем, это понятно. Да, да, да. Его вроде как уже устроили в Царьград. Он отправлен, я даже не говорю, что его взяли, а именно отправлен на Царьград. Это понижение на этаже пропаганды, потому что он находится где-то на втором, на первом, естественно, находятся Симоняны, Соловьевы, Киселевы и так далее, а он находился чуть ниже. По-моему, в моем представлении он хотел подняться выше. Да, потому Мгм. что вот как раз в нулевые годы он был как раз значимым элементом, ну тогда начинающийся в том виде, в каком есть пропаганда. Пропаганда была сразу при Путине, да, там, с первого дня, но все-таки она как-то росла, там, менялась, она видоизменялась и так далее. В какой-то момент, я повторяю, после того, как он из НТВ ушел, появился на Контр-ТВ, и мощная была история с его камин-аутом Минаева Контр-ТВ, откуда его и поперли. И вдруг он очутился, обернулся, так сказать, каким-то, так сказать, журналистом с противными власти взглядами. Помнишь, поездка с Собчак в Киев, в Крым, там что-то А он такое. такой был проукраинский, хоть прикуривай вообще. О, да, да. Хоть прикуривай. И главное, что из него делали-то. Теперь уже понятно, что это было наряду с его экзальтацией и такой, знаешь, повышенной чувствительностью. Он известный кокаинист, старый, в общем, известный в кругах кокаинист. А вот его кокаинистские оргии, всем хорошо в Москве известны, это вообще ни для кого не секрет. Ну, не дай Даже бог на них сподобился Медуза об попасть. этом Там же написать. черти что может быть вообще. Там, знаешь, как я говорю, ЛГБТ приходит и говорит, не торопитесь, мы все записываем, как вы это делаете. Поэтому я как бы абсолютно безразличен, но я люблю пошутить на Ну, эти темы. но там, Марк, там Они очень смешные. ковался вот этот русско-либеральный журналистский слой, да, от Конечно, которого он потом да. откололся, да, но ковался Айдер, в ну конечно. тяжелых условиях кокаиновых, да. И именно в нем, вот этих вечеринок, да, безусловно. Просто это рассыпалось, война вообще все рассыпает, да, где он этот журналистский пул, они сейчас пишут словословие в пользу Путина, так сказать, все, кто остались в России, как минимум. Соответственно, я думаю, что это просто внутривидовая борьба. Она идет в разных средах, она идет и в средах хороших русских, но она идет и, безусловно, в этой среде пропагандистов. Его решили понизить, снизойти до третьего этажа, чтобы он не болтался на этом Но втором. что значит его решили понизить, Марк? Он же сам Да, себя понизил, он просто взорвался. Но почему? да, Меня не он интересует, Марк. А вот как ты думаешь, почему они, которые абсолютно такие же вещи про ядерный пепел, там все умрут, а мы в рай, что он такого сказал? И они реакции Запада испугались, они испугались запрета полного Russia Today. Или что это вообще? Вот эта реакция? нет, потому что так говорить может только люди с первого этажа. Ага. И для них это можно. Понимаешь, мы же не следим. Вот недавно Соловьев, ты знаешь, что его за заслуги перед Отечеством Путин наградил Мгм. орденом? Там, Мгм. боюсь соврать. Посмотрите, он третьей, что ли, степени или уж второй, я уж не знаю, какой-то степени. Мгм. Это положено первому этажу. А он вдруг повел себя со всеми. Там же не единственные такие были заявления с Лукьяненко и другие. Так сказать, подобные же детей топить. Да? Но это может безнаказанно делать первый этаж. А человек со второго этажа, он не может. Это вот иерархия, она достаточно твердая. Да? Забегать на третий, там, на верхний этаж, где сидят боссы, нельзя.
Но то Его есть, понизили до то есть с первого. своей точки зрения, для оценки политики, пропагандистской, вообще политики Русского рейха, это ничего не значит. Это просто вот Не внутренний вообще. разбор. Абсолютно внутренне, потому что мы скоро опять услышим про ядерный пепел и про и вообще, так сказать, со стороны тех, кто, может быть, в других редакциях, но говорит то же самое. И понимаешь, я тогда не понимаю. И он не понимает. Вот в своих этих, значит, оправданиях, ну для него это, знаешь, это вообще не вопрос оправдаться, сказать, извините меня, я тут что-то погорячился, эмоционально среагировал, я ж свой, вы что, я ж свой. Он же как бы, в принципе, проговаривается до степени, что, ну, погодите, ну а почему мне нельзя? Вам можно, мне нельзя. Ну да, А он потому что, обиделся сынок, как ребенок, ведь вам же можно, почему, конечно, да, почему я не могу взять а со почему стола мне? рюмку водки, выпить и хряпнуть огурцом? Да потому что ты сынок просто, поц, да, какой-то. Вот. Да, 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 тебе и не разрешали. Ты должен вот дурака представлять на уровне редакции Rush Today, а ты тут полез вообще как бы судьбы стран решать. Нам тут нет, такие не нужны, у нас тут своя иерархия. Я думаю, что, скорее всего, причина в этом и истерика тех, кто его поддерживающих, и одновременно осуждение тех, кто его наказывает, вот Симонян, да, и ее пост, она об этом свидетельствует, что нет, ты не полезешь на этот этаж, и несмотря на симпатизантов той же Захаровой или там, не знаю, Соловьев что-то по его поводу высказалось, здесь нет никаких загадок. Это просто, значит, кто-то решил из администрации президента, но он себе слишком много позволяет. Мы и так закрываем глаза на его кокаинистские вечеринки, они, безусловно, продолжены. А тут еще и он, значит, себе позволяет такие вещи. Ну, дружок дорогой, с твоим бэкграундом, да, коммент-аутами, всем остальным, ты уж держись поскромнее, там, сказать. Ты приди, спроси, можно, нельзя, там, что я, куда я. Может, он кому-то перестал ходить и получать непосредственные методички, а решил, посылайте мне по телеграмму. Ну мы тебе сейчас пошлем. Ну, в общем, Поэтому да, вот именно так. Я думаю, причин никаких других ему нет. просто указали место у заднего прохода, как бы не у парадного, Точно. В да, районе и прямой кишки, прислуга. как ты правильно Да. сказал. Так, не будем эту тему углублять. Вот есть такое Не-не-не, стихотворение что ты. Кубермана. Мне нравится эта кишка тонка, зато она прямая, да? Вот, да. Как Да. извилины русской пропаганды. Но я понял свое мнение, что русская пропаганда не изменится, что они не мимикрируют, Нет, ничего нет, такого не будет. Это нет. просто разборки в унитазе в этом. Абсолютно. Смотри, а что происходит на другой части медийного фронта? Что-то страшное происходит. Зеркало русской демократии, светоч О, да. свободной О, да. газпромовской журналистики, самый гениальный редактор самого свободного независимого радио, который исчезло вместе с сайтом навсегда 24 февраля, «Эхо Москвы», я имею в виду, Алексей Алексеевич Венедиктов, лидер оппозиции, значит, всегда с виски в руках, успешный, вхожий везде, да, и вдруг его свои же вроде оппозиционеры объявляют, кем они там его объявили? Но его внесли в такой Список, да. проскрипционный список 6 тысяч ФБК Алексея Навального. Ага. Значит, я сразу оговорю, что я знаю твою резкую, совершенно такую непримиримую критику по отношению к Навальному и, так сказать, к ФБК и этой части среды, хотя я их разделяю. Вот Да я бог со сразу мной, я же оговорюсь. твое мнение спрашиваю, меня вообще, мое мнение... Да. Нет, я просто, чтобы это подвести, объяснить, потому что это ведь тоже все произошло из-за войны в том числе. Потому что война, она ведь имеет два окопа. Ты либо в том, либо в этом. Ты бегать зигзагами между окопов не можешь, это значит, что ты действуешь на другой окоп. Вот это все канала, да, вот с Венедиктовыми в нулевые, в десятые годы, потому что всегда можно было бегать из одного окопа в другой, хотя родным для него всегда был окоп власти. Это же совершенно очевидно, она ему платила деньги, она его повышала статус, содержала, она его ласкала, скидывали ему, так знаешь, ногой ботинок, на, пожуй там, и он был счастливый. Он в последнем интервью там израильскому изданию очень интересно заявил, что типа, если прекратить войну, надо поцеловать ботинок Путина, так я, говорит, его поцелую. У меня ссылка есть. Я не гордый. Вот он такой и есть. Так он Он не его изо рта гордый. не вынимал, в принципе, от ботинок. Конечно. Я бы даже сказал, что другие эти конечности. Я не буду, ладно. Поэтому, на самом деле, это многое объясняет, но вот война все разделила. Если почитать заявление Навального из тюрьмы, они же все абсолютно проукраинские. Они же все за отдачу обратно оккупированных территорий. Просто будет за ним тащиться этот бутерброд. Знаешь, кому он дал интервью про бутерброд? Я тебе много рассказал. Он Венедиктову дал интервью про бутерброд. И про его шлюшку, эту, как ее, у него была, помнишь, в тот момент у, значит, Венедиктова, уже забыл ее фамилию, там,
какая Рябцева какая-то. Сейчас у нее новенькие там, ну, но тем не менее. Что произошло? Произошло то очень простая вещь, да? Что, во-первых, вот этот ресурс, называемый «Эхо Москвы», он просто перестал играть ту роль, которую он играл, роль, предложенную самой администрацией президента и Кремлем. Им сказали, вот для вас отдушины, мудаки, как и в концлагере, столик, и вы, пожалуйста, только там и в районе этого столика паситесь. Вам разрешено, значит, свистеть в эту радиоточку, вот, выпускать, значит, весь пар в свисток, и ни в коем случае не переходить этих границ. И они принимали это все. Вот все Да? принимали это. Вот. Были те, кто не принимают, вот такие, как я, были парии в этой системе. Но не я один был. Там в какой-то момент и Бабченко, и, ну, многие Не, ну интересно, переходили. что, смотри, интересно, что оба, как бы вот и Навальный, и этот вот Венедиктов, они же принимали правила до определенного момента, да, всегда? Принимали правила, которые передавал сам Венедиктов. Ведь не случайно с коньячком прям шел Да. договариваться, а где проводить митинги можно, понимаешь? Его никто не уполномочил, никто его не видел в упор, ему говорили, исчезни. Я тебе личную историю расскажу с ним, с Венедиктом, лично. В 2012 году они меня приглашают в период ведения дела Пусирает защитников. Я прихожу на «Эхо Москвы», выступаю, там минут 15 какой-то я там рассказал по ходу дела, это август. Август 12. Он говорит, а вот можно, чтобы ты ко мне зашел? Я говорю, ну хорошо, давай я зашел к нему, вот эту редакционную, на Новом Арбате, вот в этой высотке. И он мне говорит, ну, надо решать вопрос с делом Пусирайт. Я говорю, что значит решать? Ну, я поговорю с кем надо, ты мне можешь вкратце объяснить, как это решить? Ну, я пускаюсь в объяснение, что послушай. Нужно просто соблюсти закон, говорю я. Да? Вот статья есть административная 5.26, 1000 рублей штрафа, выпустить девок, и на этом все закончится. Нет, ты вот неправильно говоришь. Мы должны что-то сделать для власти. Я говорю, да, а что это мы должны сделать? Ну, как-то вот ей как-то дать ей выйти с красивым лицом, дать ей вот прямо убыть туда. А я говорю, вот сейчас у тебя ругаться не буду, но ты понимаешь, что я сказал, куда я эту власть, в каких позах, и, значит, что я с ней надо это делать, и туда же и тебя говорю. Вот такая был с ним, вот лично мой, с ним разговор, потому что я и договариваться не собираюсь. А зачем ты мне договариваться? Марк, Ну, так надо же смотри, спасти, надо помочь. смотри, так его же функция не изменилась. Он до сих пор сейчас ездит по миру спасти лицо Путина. Это его совершенно личный точно. пластический хирург, спаситель лица. Да. Я тебе даже добавлю, он получал и за ДЭК эти деньги. Почему, собственно, возмутилась ФБК? Потому что за это дистанционное голосование, которым сейчас проводили референдум, чтобы ты понимал, там и другие мероприятия, которые он обкатывал, он получал деньги от Собянина за этот ДЭК. Но мало того, он сейчас пытается обратно вернуть себе свою радиостанцию. Кстати, он получил большие отступные на свой швейцарский счет за закрытие радиостанции, как чиновник радиостанции Газпромовского медиа, чтобы ты понимал. И это исчисляется сотнями, говорят, миллионами долларов. Но это принято. Такая практика корпоративная. То есть он получил, у него в порядке все. То есть у него претензии к власти по этой части, что с ним обошлись как-то неправильно. Они же у него отняли не только сайты, там саму радиостанцию, все аккаунты, даже его аккаунты личные и так далее, отняли, а остался только это какой-то там живой гвоздь или кто он там у него. Вот сейчас наступил момент, когда люди как бы перестали изображать. Они сказали, мы же знаем, что его финансирует Собянин, это его живой гость. Мы знаем, это Ремчуков, который был, кстати, руководитель штаба Собянина на последних выборах. Да? Это они кенты, они работают, они получают деньги. Естественно, с подачи администрации президента. Хватит изображать. Хватит вот прекратить вот эту вот игру бесконечную, изображать, что есть какой-то Венедиктов, что он якобы там редактор независимого СМИ какого-то. Мы знаем, что это практически сотрудник администрации президента. Газпром Медиа, как его ни назови. И весь его функционал сводится к защите интересов власти. Хватит изображать. И вот мне кажется, вот это решение, ты говоришь, что это скандал в семействе, да, но тем не менее оно перечеркивает очень многое, потому что они же не решались до этого это сделать. Ну, он вот такой-то репутация, он на Западе ездит, нам везде надо будет объяснять, что он вот на самом деле не такой, а мы не вытянем это. А сейчас они решили, ну хватит, уже дальше так невозможно. А что этому предшествовало? Вот ты посмотри, он все лето делал какие заявления? Вот на «Дожде» известное заявление, где он сказал, что промахиваются ракеты. Это не потому, что они хотят бомбить гражданские объекты, да? А потому что летят военные Но объекты. это было чистое спасение лица Путина. Конечно. То есть Фюрер послал своего шута рассказывать, что русская армия не совершает военных преступлений и так далее, и так далее. Да.
Да, что это просто, как Небензи сказал, что, говорит, а вы, говорит, не сбивайте ракеты, которые в ТЭЦ летят. Это он сказал. Они будут долетать туда, куда надо в ТЭЦ, а так вы их сбиваете, пытаетесь сбить, и осколки летят на жилые дома. А если бы не сбивали, то всего лишь навсего убивали бы слесарей, там, работников ТЭЦ, там, подстанций. Понимаешь, да, людоеды какие? И вот эта тварь, она тоже их пытается обелить. Но сейчас уже такой момент, когда столько жертв, столько крови, столько всего, что кто бы там чего раньше ни в какие сговоры не вступал, сейчас это уже невозможно. Навальный сидит в тюрьме, ему грозит новый 15-20-летний срок. Хватит, это дело закончится. Он уже как бы потерян, его шансы выжить 50/50. Тюрьма есть тюрьма, мы с тобой прекрасно это понимаем. И поэтому сейчас уже никто больше в эти игры не играет. Слишком много всего произошло. Они угрожают ядерным оружием миру. Ты представляешь, какой это позор? Как страна с этим будет дальше жить? Кто бы там ни пришел за Путиным? Мы угрожали ядерным, Россия угрожала ядерным оружием Нет, всему никто миру. доверять не будет в ближайшие 1000 лет. Да. Ты понимаешь, как, какие инвестиции, какое взаимодействие, какое сотрудничество? Вы угрожали уничтожить планету. Вообще за не захер, понимаешь? За что? За то, что просто люди, значит, хотят жить своей жизнью. В Украине, в Америке, где-то еще. Они угрожают, а мы вас всех убьем. Сами в рай, а вас мы Вот всех хорошо, сдохнем. что ты эту тему поднял. И это, наверное, последний, который хочу обсудить. Где-то минут 7 у нас Давай. остается, может быть, 8. Но хочу подробно. А вот как ты смотришь, комментируешь, тебе вопросы задают там во время ваших стримов, и с твоих, и с Алексеем Арестовичем. Вот, Да-да-да. есть ли ощущение, что вот эти пропагандисты, что они все-таки где-то на подсознательном уровне понимают, что их сольют первыми в случае чего. То есть вот если военных будут прикрывать, говорить, что там они приказы Мгм, выполняли, мгм, еще что-то, а вот эту всю авоську с этими курами, да, вот общипанными мгм. тогда уже, ее просто сразу кинут в пасть по кровавому Западу, который, ну, за призыв к геноциду, пожалуйста, вам, да, там этих призывов, ну, наши правозащитники украинские документируют, там их просто хватит на 10 пожизненных каждому вот из этих вот персонажей, да? Они Мгм. испугались будущего трибунала или нет? Или они до конца пойдут под знаменем, так сказать, Путина в могилу вместе с ним в рай? Не, однозначно, что их сольют, во-первых, а чем они ценны? Это расходный материал, они же не элита. Вот важно понять, что пропагандисты это не элита. Элита это личное окружение Путина, кооператив Озера, так сказать, коллегия ФСБ России. Это элита. Те, кто принимает решения. Не те, кто их обеспечивает исполнение. А пропаганда это часть исполнительной среды. Да? Хотя приказ не освобождает от ответственности. Пусть иллюзии не питают. И сейчас, вот, кстати, поразительно, идет суд над вот этим 1000 холмов. Знаешь, после Да, событий это прям известно, совпадение фотографация. просто книжное какое-то, Совпадение. литературное, Да, да. прям вот можно изучать, да. Ну, скорее всего, ему дадут пожизненное, и, скорее всего, он будет сидеть, хотя я считаю, они заслуживают большего. Как Штрайхер за Дерштюрмер был повешен, я думаю, что они за это нужно для назидания следующим поколениям это обязательно показать, что бывает за такое, да. Когда реальные детишечки погибают в Украине, за это надо вешать. Вот мое личное мнение, все говорят, вот ты такой кровавый тип. Это Нет, неправда. может быть Я отдельно за для суд, трибунала, может быть отдельное правосудие. Это да, было в специальное Европе, да, да, правосудие. специальное Да, правосудие. специальное правосудие, я не вижу никакой в этом проблемы. Зато на поколение и поколение буду, вот так не надо. Могут подвесить и вообще как бы польется с тебя. Не надо этого делать. Не надо так себя вести. Не надо покупаться ни за деньги, ни за что бы то ни было, чтобы вот потом вот так закончить свои дни. Я думаю, их сольют. Вот. Ну, как это бывает? Знаете, каждый выплывает сам как может. Мы больше тебе тут не помощники. Мы сами должны о себе позаботиться. А ты кто такой? Ну, я же вот же был же, вот же. И потом, ты знаешь, все равно в душе, я считаю, все эти Путины прекрасно понимают, откуда все они появились, какие они пертурбации переживали. Ну, вот конкретно, например, что Киселев? Киселев, знаешь, он ходил с украинским чубом, он работал в Киеве. Ну, он работал, Киселев тут там, его ну, многие знают, да. да, 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 изображал себя Щирова, понимаешь? Всякое рассказывал про свободу слова, полно этих видео, сейчас же интернет все помнит, да? А тут он обернулся, значит, в пепел радиоактивный, говорит, вас всех. Понимаешь? И, значит, дальше поехал Соловьев. Все его речи, вон буквально накануне всех войн, там, 11-й, что ли, год, где он говорит, да кто же будет воевать? Да Крым с Украиной, да вы хотите войны с Украиной. Он переживал известно какие периоды и так далее. То есть даже они знают, что это твари, которые продадут, сдадут, перевернутся в воздухе, переобуются и будут говорить совершенно обратное. Прекрасно это им известно. И поэтому цена их ноль.
Они верят тем, кто является их близким окружением. То есть Ротенбергу, наверное, Путин верит, или Ковальчуку, или какому-то подобному. Наверное, потому что это детство, это какие-то там связи юношеские и так далее. А эти люди, ему недорогий это расходный материал. Ну да, он сейчас нужен. Тот же Красовский, вот мы только что с тобой обсуждали, он же проходил эти стадии, то же самое. То сюда, то туда, бегал зигзагом из окопа в окоп. Поэтому их ценность нулевая. Что их ждет? Ну, после конца Путина, конечно, их ждет самое несчастливое будущее. То Это есть ты думаешь, очевидно. что их сдаст любой последующий, кто бы ни был? Да, да, вот придет Мишустин и скажет, да, это не мы, это все они. Вот они возбуждали эту ненависть, и мобилизация прошла на этой волне, понимаете, на этом подъеме, значит, этого дерьма. А поэтому нет, а я здесь, я занимался хозяйственной деятельностью. Давайте вот их осудим, а нас вы, пожалуйста, не трогайте. Любой будет от себя эту горячую сковородку откидывать, понимаешь? Вот о чем. Марк, я даже не буду спрашивать, там, возможен ли заговор, это, наверное, никто не знает, вот, но возможно ли предательство? Ну, то есть перебежчики. Даже в Советском Союзе были из числа журналистов, перебежчики, Конечно. артистов, там, послов каких-то и так далее. Даже в Северной Корее бегут, да, где там семьи расстреливают и так далее. Да-да-да. Да. Вот твой прогноз. В ближайшее время в случае продолжения таких неуспешных, так сказать, телодвижений террористических, кто-то может сбежать из какого-то круга? И как это может отразиться на ситуации как внутри рейха, так и снаружи и так далее? Ну, ты знаешь, некоторые бегства были. Кстати, при Сталине мощное было бегство Раскольникова, который был послом, по-моему, во Франции, да, и с интернационалом работал, он так и остался и умер. Буквально через год, что ли, или так далее. У него приступ был, потому что его заочно там обвинил Сталин. Там, до войны это было все, да, до Второй мировой. Да и другие были, их было немало, даже при Сталине. Там и видные чины НКВД бежали, и такое бывало. При Путине, ну смотри, с началом войны-то мы видели такое, ну вот Чубайс, это же яркий пример. Ну, он, может быть, уже в последние годы не был столь влиятельным, но это достаточно Не, убедительный ну я пример. имею в виду тех, кто сбежит и не будет молчать, кто будет себе вот эту А, амнистию вымаливать понятно. показаниями, значит, рассказом публичным или не публичным о том, что происходит в окружении фюрера. Это же все важно сейчас для аналитики, для спецслужб, для принятия решений, в конце концов, против А России. я, кстати, убежден, что такие, как Чубайс, они говорят просто не публично. Ты имеешь в виду вот этот публичный элемент, да, разоблачение, которое из Я близкого имею в виду даже окружения не происходит. публичность или не публичность. У нас там 2-3 минуты остается, а я имею в виду, значит, скорее, Да. что вот такие, такого рода предательства, они как бы являются показателем того, что элиты рушатся. И Я думаю, что что это как бы нет уже неизбежно. такого к фюреру отношения, как что он победит. Это будет знак того, что Да, крысы бегут с да. корабля просто, ну, грубо говоря. Я убежден, что это именно мы увидим. Еще какое-то количество поражений, и станет понятно, куда все катится, потому что они еще лелеют надежду на эту мобилизацию, еще на какие-то вещи. Вот с севера они зайдут опять снова из Беларуси. Как только это все посыпется, мне кажется, что да, это будет помасштабнее все. И самое главное, ведь для Запада очень важно, потому что Запад вот все время дает какую-то возможность, какой-то аванс дает. То есть, ну, приехал, ладно, живет уже там, не находится, с ним будем работать. А если Запад не будет давать этой поблажки, да, что мы вам оставим, мы там то, мы там все, вот посмотрите на олигархов. Им же всем дают поблажки. Ну да, вроде под санкциями, вроде бы замороженные счета. Но никого вот так, слышь, дружок, иди-ка вот и выступи публично, и Ну, расскажи, надеются, чем ты наверное, что они занимался. какой-нибудь заговор организуют. Да. Я думаю, скорее всего, так. Я думаю, они это и обещают. Они вводят за нос и говорят, мы там с нашими ребятами, мы с ними работали, там сидят в Минобороне, в ФСБ, мы поговорим. Наверное, выкруживают для себя какой-то вариант. Но вот Западу нужно плюнуть на это и уже сказать, знаешь что, или мы тебя сажаем на самолет, и ты летишь в один конец, да, а мы это сделаем. Уже вопрос стоит о ядерной войне, о каких-то грязных бомбах. Или ты давай-ка вот начинай это все делать, черт с ними с заговорами, давай уже начинай колоться, публично рассказывать все, что вы там творили. Поэтому я не исключаю, что это заразительно будет. Они увидят, что так можно что-то себе выкроить. Ну да, вот Наверное, просто, такие люди значит, будут да, поступать есть, подобным к образом. сожалению, час програми нашої сплив уже, Да. але так виглядає, що десь має статися якийсь прорив, бо ну так влаштовано, вони ж такі, ну безпринципові еліти, такі корисливі, такі вони до один одного, ну я думаю, що ставляться один до одного дуже погано, і це просто збіг обставин, що ця кулька луснула вже. Дякую дуже, Да, Марка. дякую. З нами був Марк Фейгін, і ми дуже змістовно поспілкувалися. Ці розмови ми продовжатимемо. І далі дякую, Марк, і дякую всім нашим глядачам Дякую. у всьому світі за те, що дивитеся та підтримуєте наш канал. Російський рейх буде зруйновано.